Итоги года ушедшего. Результат проделанной работы оценили сотрудники здравоохранения и образования. Мастерский подход. Национальные костюмы должны быть не только красивыми, но и правильными. Проблемы и перспективы. Развитие экономической отрасли в Сибае оценил министр республики Сергей Новиков. В эфире Сибайского телевидения выпуск новостей. В студии я, его ведущий Эмиль Бердин. Здравствуйте. Сегодня в Сибай с рабочим визитом прибыл министр экономического развития Республики Башкортостан Сергей Новиков. В сопровождении главы города он осмотрел и оценил работу ряда предприятий муниципалитета, которые значительно влияют на устойчивое развитие экономической отрасли Сибая. Более подробно в материале Рената Музафарова. Программа рабочих мероприятий, запланированных в рамках визита министра экономического развития Республики Башкортостан Сергея Новикова, стартовала с утра и включала в себя осмотр производственных мощностей 4 предприятий. Первый объект в списке – централизованный офис по обслуживанию клиентов, организованный на базе сибайского филиала «Газпром» газораспределения Уфа. Данный сервис начал работу с апреля настоящего года и активно обсуждался в рамках сентябрьской сессии проектного офиса в нашем городе по вопросу об оптимизации процедуры подключения абонентов к системе газораспределения. Второй объект – общество с ограниченной ответственностью «Башэко-ресурс», специализирующееся на производстве древесного шпона, за 1,5 года своего существования сумел наладить современное производство, укомплектовать штаты, найти рынок сбыта как в азиатском, так и европейском направлениях. Еще одна организация «Артель» занимается производством изделий народных художественных промыслов из яшмы и, как отметил министр, также служит примером молодого, динамично развивающегося и экономически успешного предприятия. Осмотр производственных мощностей Сибай водоканала ознакомил делегатов с системой дистанционной передачи данных учета, введенной в эксплуатацию для абонентов предприятия. Сервис, позволяющий отслеживать показания на разных участках водоснабжения, уже позволил выявить утечки, приводящие к потерям порядка 6 миллионов рублей ежегодно в денежном эквиваленте. Руководитель министерства обсудил с директором предприятия возможность устранения неполадок. Далее, в рамках экскурсии по Сибайскому институту БГУ Сергей Новиков поздравил учащихся с прошедшим днем студента и рассказал собравшимся о том, какая работа по линии экономики проводится в области продвижения экономической студенческой инициативы. В рамках второго основного этапа состоялось заседание выездного проектного офиса по реализации мероприятий для участия Республики Башкортостан в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Принцип реальной поддержки бизнеса в рамках деятельности проектного офиса заключается в пособничестве максимально эффективному взаимодействию всех участников бизнес-процесса. Контактную базу сегодня составляют представители полного списка профильных ведомств и министерств. Также в активный диалог с потребителем включается и представителей основных ресурсоснабжающих организаций. Для компаний, которые производят работы по техприсоединению, это огромная благодарность руководству республики за то, что она издала 2 нормативных правовых акта очень серьезных, которые оптимизировали процедуры и по количеству, и по срокам. Это поправки в 21-ю статью о регулировании градостроительной деятельности, которые разрешили нам при строительстве газопроводов, при техприсоединении, не оформлять разрешение на строительство. Это кардинально улучшило ситуацию по количеству мероприятий, упростило, ну и сроки, соответственно. И второе мероприятие, которое оптимизировало, второй документ, это 637 постановление, которое разрешило нам оформлять землю без отвода земли, без сервитута. Вот эта оптимизация как бы такая внешняя для нас, а внутренняя это единое окно, это тот процесс, который мы запустили в компании, где клиент, приходя в офис, получает все услуги в одном месте в минимальные сроки. Актуальные вопросы, поднимаемые спикерами на прошедшем заседании, касались условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выступления представителей банковской системы, о деятельности Центра поддержки предпринимательства Республики Башкортостан, об условиях предоставления поддержки региональной лизинговой компании, а также возможностях сопровождения инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан по принципу одного окна. Мы консультируем, рассказываем о инвестиционных возможностях Республики Башкортостан, представляем интересы в органах исполнительной власти инвестора, подбираем площадку, ищем
партнеров и источники финансирования. В общем, полный круг. Все, что нужно для инвестора, мы стараемся помогать в части ускорения и уменьшать затраты. Последним, согласно установленной программе рабочих мероприятий, стало заседание антикризисной комиссии, в частности, пересмотр плана устойчивого развития с представителями глав ведомства администрации Сибая. Подводя итог поездки, Сергей Новиков подчеркнул высокую эффективность проведения мероприятий данного формата для представителей частного предпринимательства и экономического климата в регионе в целом. Мы выслушали обратную связь со стороны предпринимателей, тоже назывались отдельные вопросы, договорились, что будем продолжать работать, снимать эти вопросы. Какие-то, в общем-то, будем системно вносить предложения по изменению ситуации, где-то будем точечно. Но, в общем-то, на самом деле сегодня происходила та работа, которую мы ведем регулярно и на постоянной основе с нашим проектным офисом по улучшению бизнес-климата. И вот сейчас у нас закончилось уже совещание, так называемое, мы его называем антикризисное, но, в общем-то, сегодня я считаю, что это даже сколько не антикризисное мероприятие мы с администрацией провели, а именно мы рассматривали вопросы опережающего развития. Как нам сделать сегодня, чтобы экономика города развивалась более высокими темпами, росли инвестиции, развивалось промышленное производство, были достойными показатели социальной сферы. Вот как это сделать, как раз вот сегодня мы намечали планы и обсуждали с нашими добрыми коллегами из администрации городского округа города Сибай. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Какие задачи выполнены и что осталось для решения в году наступившем? Предметный разговор о том, как сработала медицина города в 2017 году, состоялся накануне в Центральной городской больнице, где работники здравоохранения подвели итоги своей деятельности. Мои коллеги побывали на этом мероприятии. Традиционное мероприятие по подведению итогов работы системы здравоохранения Сибая за прошедший год состоялось накануне в Центральной городской больнице. В нем приняли участие глава администрации Рустем Авзалов и его заместитель по социальным вопросам Гузели Шимгулова. Еще до начала встречи они посетили отделение ЦГБ, оценили обстановку, заглянули в палаты и пообщались с пациентами стационара. Yaşagiler gelip gider, kuderlevidinde ben atlayalmayatam, kişi günümün uyum turup, havdaysam mayem bana karaylar, şul hatlı sakana tavuş bir hem sanitarkalar ministrada yugurup gelip giderler, şu hatlı хороший, дружный коллектив, indi прям меня окшай в больнице. Планомерная работа системы здравоохранения города направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи населению Сибая и районов Зауралья. В этих целях на базе горбольницы функционирует межмуниципальный центр для оказания специализированной помощи. В его состав входит первичное сосудистое отделение с блоком интенсивной терапии, травматологический центр второго уровня, онкологический и перинатальный центры. В течение года в отделениях круглосуточного пребывания получили стационарное лечение 14 061 человек. В целях повышения доступности медицинской помощи при сохранении качества лечения развернуты также дневные стационары педиатрического, терапевтического, психиатрического профиля. Общее число мест, в которых 114. Кроме того, активно функционирует Центр здоровья, где проводятся массовые скрининговые акции для раннего выявления социально значимых заболеваний. Об этом и других моментах работы отрасли в своем докладе рассказал главный врач ЦГБ Азамат Ахмадулин. Однако основными параметрами состояния здоровья населения является сохранение медико-демографических показателей. В город Сибай были сохранены и закреплены положительные демографические тенденции прошлых лет. Город Сибай – один из немногих территорий, где в течение ряда лет сохраняется положительный естественный прирост населения. В 2015 году плюс 2,1, в 2016 2,3, в 2017 1,5. Ну, это, я считаю, очень хороший показатель, но учитывая то, что рождаемость у нас значительно снижается не только по республике, в том числе и по России. Показатель смертности населения в городе Сибай ниже, чем среднее значение по республике Башкортостан. В последние годы наблюдается позитивная динамика снижения смертности населения от 12,1 на 1000 населения
до 11,3 в 2017 году. Существенное влияние на эти показатели оказывает повышение качества оказания медпомощи, внедрение интернет-мониторинга и регистра беременных женщин. Одним из резервов по снижению младенческой смертности является отлаженная система дородового обследования будущих мам. На сегодняшний день информатизация здравоохранения объявлена приоритетным направлением Российской Федерации. Получил дальнейшее развитие Центр удаленных консультаций с использованием телемедицинских технологий. Ведется работа по внедрению выписки электронных листков нетрудоспособности. Благодаря расширению телемедицинских связей специалистами ГУС «Центральная городская больница» получили возможность проведения консультаций со специалистами республиканских медицинских организаций, что позволяет обеспечить раннюю выявляемость заболеваний и эффективную маршрутизацию пациентов. Вопросы, связанные с деятельностью лечебно-профилактического учреждения, прозвучали в этот день и в докладах других выступающих. Особое внимание горбольницы уделяется запущенному в прошлом году проекту «Открытая регистратура», который направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи, создание комфортных условий пребывания пациентов в медицинских учреждениях. Среди задач на текущий год стоит снижение смертности, достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни граждан для средних показателей по России, совершенствование процесса медпомощи на основе внедрения информационных технологий, внедрение единой диспетчерской службы и капремонт здания детского соматического отделения. Одна из основных проблем сибайского здравоохранения – нехватка кадров – также имеет место быть. Глава администрации города Рустем Авзалов обратил внимание собравшихся на решение приоритетных задач и отметил необходимость усиления работы по привлечению в город врачей и специалистов. Где в республике такого нет, ни одного города, как оборудование, именно медицинское оборудование, при том, что износ там 9% составляет всего лишь, да, мы его не можем в полном объеме запустить. Людей потому что не хватает, специалистов не хватает. И как раз таки вот в этом начале, да, мы сейчас занимаемся вопросом, что у нас сейчас стоит там гостиница, да, никому уже не нужная, институт закрылся аграрный, создавать все-таки малосемейное жилье. Как и полагается, при подведении итогов чествуют отличившихся сотрудников. За организацию качественной и доступной медицинской помощи в современных условиях по итогам работы 2017 года благодарственными письмами учреждений были отмечены Евгений Рудометкин, Гульсум Муламухаметова, Ильгиз Тагиров, Миниса Шарипова и Наиля Кудашева. Наше отделение отработало успешно. У нас 24 койки, дети проходят стационарное лечение практически. Все дети выходят с выздоровлением. Тяжелых детей мы переводим в город Уфу, в РТКБ, но постоянно идет связь, так-то они оттуда выходят здоровы. Большой потенциал у коллектива, все очень ответственно подходят к работе, потому что специфика нашего отделения немножко такая сложноватая, там есть работа с мамами, с детьми, с их родственниками, поэтому стараемся мы работать в доброжелательной атмосфере, вместе. И, как говорится, от согласованности работы отделения, врачей, детишки наши выздоравливают, и все получают удовольствие, скажем. У нас травматологическое отделение города Сибай является травмоцентром второго уровня, оказываем помощь не только в городе Сибай, и также район Зилаевского района, Баймакской и Хайбулинским районам. Выполняем операции по уровням второго уровня и по высокотехнологическим помощям. Начали делать эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсные пожилым людям, которые не могут доставлены в республиканское учреждение по первому уровню, который тотальное эндопротезирование показано. Кроме того, были отмечены победители республиканского конкурса на звание «Лучший врач года». Это Гульсум Муламухаметова, Фирюза Акбулатова, Миниса Шарипова и Амур Муталапов. Медсестра школы номер 12 Любовь Трофимова заняла 3-е место по республике в конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования приняли участие в торжественном балу, на котором огласили итоги работы городского отдела образования. Светская встреча педагогических работников прошла при участии главы города и представителей отделов администрации. Тему продолжит Екатерина Марочкина.
В республиканской системе образования около 40 тысяч работников с педагогическим образованием, из них 38 тысяч учителей. Именно эти люди воспитывают и обучают наших детей. Сегодня в Центре детского творчества собралась педагогическая коллегия нашего города, чтобы обсудить итоги своей работы. На сцену вступают элегантные пары. Вееры прикрывают лукавые улыбки дам, а белые перчатки их кавалеров добавляют больше интеллигентности образу. В атмосферу светского раута погрузилась вся аудитория преподавателей, ветеранов педагогического труда и приглашенных лиц, заинтересованных в их работе. Мероприятие было насыщенным, и действительно стартовало оно с оглашения достижений школ и дошкольных учреждений города. В год экологии образовательные заведения внесли свой вклад в улучшение экологического состояния Сибая. Педагогами проделан колоссальный труд по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Среди отличников по методической работе и участию во всевозможных региональных конкурсах выступили детские сады «Аленушка» и «Курай». Воспитатели дошкольных учреждений «Снегурочка», «Айгуль» и «Сказка» удостоены внимания как призеры и дипломанты за методические разработки и создание проектов по экологическому воспитанию детей. Не остались в стороне и их воспитанники. Дошколята не меньше старших товарищей прославляют своих педагогов, занимая призовые места на республиканских и всероссийских соревнованиях. Среди школ особое внимание уделилось призерам и стипендиатам различных олимпиад и конкурсов. Также не отринули и учреждения дополнительного образования. Всех педагогов, принявших участие в подготовке своих учеников и воспитанников, лично отметил почетными грамотами Рустем Авзалов, как и призеров республиканского конкурса «Педагог года-2017». Из самых волнительных моментов на торжественном собрании стала презентация итогов грандиозного конкурса «Учитель года-2018», где Альмира Каримова, преподаватель математики школы номер 11, заняла 3-е место. Иноземцева Юлия, учитель английского языка, удостоена 2-го места. А победителями городского конкурса стали языковед Эльвира Шадаева и учитель начальных классов Инга Айткулова. Также все победители номинаций и призеры конкурсов «Учитель года-2018» получили грамоты, подарочные сертификаты и, как победители педагогического сражения «Молодой учитель года», были поощрены денежными премиями. Нашим показателем являются показатели наших учеников. То, что наши ребята занимают призовые места на региональном этапе Олимпиады, Всероссийской олимпиады школьников, участвуют на различных городских, республиканских конкурсах. Я очень благодарна своим учителям Башкирского лицея, своим ученикам за их добросовестный труд. И желаю всем успехов, удачи, здоровья. Не обошлось и без признания сторонних помощников. Меценат года Руслан Ермухаметов, директор компании «Регион нефтеснаб», был удостоен благодарности за постоянную поддержку и помощь в организации поездок спортсменов с инвалидностью на различные соревнования в 2017 году. А индивидуальный предприниматель Дамир Гизатуллин за высокие производственные показатели и профмастерство награжден в номинации «Лучший по профессии». Традиционно с благодарностью зал приветствовал ветеранов, преданно трудящихся во благо развития образования в нашем городе, за что они и получили свои памятные подарки. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскидзин, телекомпания СТВ. Сибайский городской суд признал виновным жителей Челябинской области. Мужчина в течение длительного времени совершал кражи в частных домах. Незаконно присвоил товар на общую сумму более 400 тысяч рублей. Теперь его ждет 6 лет тюрьмы. Более подробно в интервью помощника судьи Азамата Хунафина. В январе Сибайским городским судом вынесен приговор в отношении жителя Челябинской области, который в течение длительного времени совершал кражи на территории города Сибай. Подсудимый обвинялся в совершении 4 эпизодов преступления по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и в совершении 9 эпизодов по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе рассмотрения дела было установлено, что с ноября 2016 года по июнь 2017 года житель Челябинской области совершал кражи из строящихся и жилых домов, времянок, гаражей. Подсудимый похищал радиаторы, инструменты, отопительные котлы, продукты и иное имущество. Действиями подсудимого потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 490 тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела подсудимый вину признал полностью. Учитывая
характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, иные материалы дела. Суд пришел к убеждению, что необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в общей колонии, в колонии общего режима. Также в пользу потерпевших с подсудимого в счет возмещения материального ущерба взысканы денежные средства. Приговор суда пока в законную силу не вступил. В любом костюмном комплексе каждого народа есть элемент, характерный только для него. Самым колоритным украшением башкирского костюма женщин являются нагрудники, которые не имеют аналогов даже в культуре родственных народов. Разновидность ярких и неповторимых элементов башкирского национального костюма сибайцы периодически видят на городских мероприятиях. Основоположницей школы мастеров национальных украшений в Сибае является известная сесения, заслуженный работник культуры Асия Гайнуллина. Она об этом элементе национального украшения знает практически все. К примеру, относительно к нагрудникам, есть такой интересный факт, что украшения разных этнографических групп башкир различались по названию, форме, размеру, соотношению металлических и коралловых нашивок и порядкам их расположения на ткани. Сегодня интерес к национальному творчеству растет. Многие даже самостоятельно занимаются изготовлением аксессуаров башкирского костюма. Однако, по словам Асии Гайнуллиной, смастерить нагрудник или другое украшение – дело непростое. Ведь тут необходимо не только уметь шить, но и знать историю того или иного орнамента и правильно его применить в изделии. В Сибае мастер-классы Асия Султановна проводит уже многие годы. За это время выросло достаточно рукодельниц. Большой спрос на мастер-классы сегодня наблюдается не только в Сибае. Инициатива моих девушек, инициатива наших членов старейшин женщин Агнейдаркора. 3 года там назад мы это поддержала республика, и на республиканском уровне мы несколько раз уже дали мастер-классы и организовали выставки. Сейчас по районам, по городам, по их просьбе выезжаем. Когда мы выезжаем, не менее 5 человек, не более 10 человек района должны принять участие. С условием, что они в дальнейшем обучают своих членов своего коллектива, родственников и так далее. У меня, кроме Совета старейшин женщин, не все могут являться членами этой организации, поэтому, учитывая запрос большой, я открыла этническую группу Талир-Тенке. Там не только мои студенты, но вот и бабушки, и молодые женщины могут заниматься. Они именно ведут ту же самую работу, как Совет старейшин женщин. Себе одежду изготавливать надо, башкирский костюм полностью. У нас вот 3-4 платья мы шили уже себе, камзол, зелян. Кашма у нас, на продажу работают девочки. Узнать больше об историческом наследии башкирского народа и приобщиться к культуре может каждый. С 26 по 28 января в Сибайском колледже искусств проходят мастер-классы под руководством Асии Гайнуллиной. В планах у руководителя научить желающих производству изделий из войлока и кожи. Екатерина Марочкина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Рабочая неделя подходит к концу. Проведите эти выходные в теплой компании. Я желаю вам всего доброго и до свидания.